В эфире новости. Я и мои коллеги расскажем вам о самых заметных событиях к этому часу. В студии Василий Радченко и коротко о главном. Празднования, митинги и торжественные мероприятия под знаменем триколора. Вся страна сегодня отмечает День государственного флага Российской Федерации. Призеры Олимпиад смогли задать вопросы по образованию и науке председателю правительства Владимиру Солодову. Между тем, ежегодный молодежно-образовательный форум «Синергия Севера» стартовал в селе Намцы Намского района. В стране сегодня отмечают один из важнейших государственных праздников – День флага Российской Федерации. В каждом городе и муниципальном образовании одновременно в 10 часов утра подняли главный символ страны. В столице региона, городе Якутске, торжественная церемония состоялась на самой высокой точке города, а именно сопке Чочурмуран. Не обошлось и без акции флешмоба «Наш флаг». Заметный вклад внесли якутские спортсмены. Кроме самого праздника, это событие еще и знаменуется их предстоящим выходом на Олимпиаде в Токио под родным флагом. Напомню, что на Олимпийских и Паралимпийских играх 2018 года российские спортсмены были лишены возможности выступления под знаменем триколора и были вынуждены защищать честь страны под нейтральным флагом. Наконец, эта ситуация разрешилась, и в предстоящей Олимпиаде 2020 года российские спортсмены, в том числе и якутяне, выступят под знаменем флага Российской Федерации. Как было сказано ранее, День государственного флага отмечают во всей стране, в том числе в самых отдаленных уголках нашей Родины. В Жиганском районе, например, прошел торжественный митинг. Мероприятие началось с поднятия главного символа и исполнения гимна России. С поздравительной речью выступили руководство района, а после юным гражданам вручили их первые паспорта. Также жители района присоединились к всероссийской патриотической акции «Мой флаг». Во второй половине дня для детей проведут познавательные викторины и другие мероприятия. Сегодня день российского флага, и в этот знаменательный день я получила паспорт. Я этому очень рада. К другим темам. Капитальный ремонт в столице завершили в 20 многоквартирных домах из 55. Об этом было сказано на проверочном объезде домов по линии фонда капитального ремонта. Первым пунктом рейда стал дом по улице Каландрашвили, 40. Там ведутся работы по кровле дома и фундамента, а также по утеплению цокольных балок и перекрытий. В результате проверки выяснилось, что работы ведутся в штатном режиме и завершатся в срок до 23 сентября. У нас такие рейды происходят, можно сказать, еженедельно. Мы, по крайней мере, здесь больших нарушений не видим. Судя по докладам, работы идут в графике. Конечно, природные явления в виде дождей, они дают о себе знать. Мы сегодня видим, что есть ряд жалоб от жителей, но в то же время они исправимы. При этом мы должны понимать, что та организация, которая ведет работу по ремонту, они должны понимать все минусы и плюсы. И, безусловно, те неудобства, которые возникают, они не должны ни в коем случае повлиять на жизнь населения. В этом году торги проведены поздно, и во избежание прошлогодней ситуации с задержкой запуска отопления из-за затянувшегося капремонта проконтролированы работы по ремонту систем отопления. В числе основных замечаний – вынужденное расторжение договоров с подрядчиками по 9 объектам. Кстати, вас знаю, да, у вас концентризм? Есть, конечно, у нас и расторгнутые какие-то договора, по которым мы объявляемся заново. Скорее всего, эти работы будут выполняться по каким-то конструктивам в этом году, по каким-то придется перенести на следующий год, на 2020. Запланирован капитальный ремонт в 236 домах по всей республике, в 14 муниципальных районных образованиях и городских поселениях. На сегодняшний день у нас контрактование прошло по 219 многоквартирным домам. Уже разыграны конкурсы, да, это порядка более 900 миллионов рублей. А в центральном сквере городе Алдана возобновили работы по программе благоустройства «Комфортная городская среда». Застой почти в месяц образовался в связи с несогласованными действиями генерального заказчика и подрядчика. Тему продолжит Руслан Павлов.
Ровно месяц назад в центральном сквере города Алдана полным ходом шли работы по демонтажу инфраструктуры. Подрядчикам помогали школьники, которых привлекли городские власти для ускорения работ. Это были крайние видеокадры, когда работа кипела. Затем она остановилась. Начались разбирательства между заказчиком и подрядчиком. Рабочие появились на объекте лишь тогда, когда для контрольной проверки прибыли представители заказчика, Управления архитектуры и градостроительства при главе республики. Ознакомились и поняли, да, что надо менять, что надо, как надо все дальше двигаться, что люди, конечно, нужны люди, чтобы быстрее все это закончить. Ну и решим вопросы. Торги по благоустройству сквера выиграло общество «Редком» из города Якутска. Фирма в Алдане известная по печальному опыту возведения домов для детей-сирот. И вновь проблемы. Лето и срок первого этапа проекта, который включает все земляные работы, заканчиваются, а результатов не видно. Согласно контракту, еще 5 августа на этом месте должна была быть чаша фонтана. Но сегодня на дворе 21 августа, и мы здесь видим лишь дырку в земле. Представители заказчика ссылаются на 44-й федеральный закон, мол, кто выиграл торги, тот и выполняет государственный контракт. Другой вопрос, как выполняет, достойно или спустя рукава, и насколько заказчик контролирует выполнение контракта. 44-й закон у нас един, так что мы должны придерживаться 44-го закона. У нас все идет по плану, так что контракт будем дальше до 1 октября закончим данный объект. Я не вижу, что идет по плану. Ну, в любой работе у нас есть нюансы. Мы будем, конечно, все это улаживать. Представители Управления архитектуры и градостроительства республики уверены, что темпы работ удастся ускорить, а отставание сократить на минимальный срок. Наверное, это возможно. Но тогда уже завтра на строительной площадке должно появиться в 10 раз больше рабочей силы, чтобы минимизировать потерянное время и ущерб. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. В этом году масштабные работы по ремонту провели в нескольких школах и детских садах Ленска. Из бюджета района на ремонт было выделено почти 150 миллионов рублей. В каком виде школы и детские сады встретят своих учеников и воспитанников, узнавала наш корреспондент Анна Кожевникова. Чему учат в школе, конечно, важно, но важно и в каких условиях. Когда учеников встречают обновленные кабинеты, оборудованные по всем современным стандартам, это становится хорошим залогом успешной учебы. Как в школе номер 2. Кабинеты физики, химии и математики к новому учебному году здесь были отремонтированы за счет спонсорской помощи. Также в этом году в основном корпусе СОЖ номер 2 произведена долгожданная обшивка фасада. Пришло новое оборудование, приборы, ноутбуки для математики. В общем, все, что мы заказывали из перечня, все новое уже стоит. Школа, конечно, была уже в неприглядном виде. А сейчас, посмотрите, какие красивые подобраны тона, очень нежные, постельные тона. Ребята работают. С нетерпением учителя и ученики ждут реконструкцию школьного стадиона. Это было бы самым большим подарком для всех маленьких жителей ближайших окрестностей. А вот учителя школы номер 3 уже думают о том, какие спортивные занятия смогут проводить на улице. Подобные современные спортивные площадки в Ленске есть только на стадионе «Алмаз». Провели ремонтные работы и внутри здания СОЖ номер 3. У нас был проведен ремонт библиотеки, гардероба на первом этаже, всех санузлов были проведены работы и лестничного марша. Лето 2019 стало знаменательным и для детского сада Сардана. Здесь с 2013 года педагоги и родители ждут открытия дополнительной группы. Приблизительно на 15-20 человек. Все идет согласно контракту. Думаю, что к 1 сентября группа будет готова. В этом году большой объем ремонтных работ выполнен в образовательных учреждениях всего района. За счет бюджетных средств это почти 150 миллионов рублей. Выполнены ремонтные работы в школе СОЖ Нюя. После сильной грозы у нас было в поселке Чимча, снесло крышу школы над спортзалом. Наши подрядчики там выполнили полностью крышу, восстановились. Приемка прошла. Вся комиссия работала в полном составе, все органы без замечаний, кроме одного. Это капитальный ремонт начальной школы номер 2. Это произошло из-за того, что никто не вышел на первые торги, но тем не менее к ноябрю работы будут завершены. Для учеников начальной школы в основном корпусе приготовлены кабинеты.
В школе номер 4 в этом году выполнен большой объем работ по замене канализационных систем. Также завершатся этим летом несколько долгосрочных, переходящих с прошлого года контрактов по обшивке фасадов образовательных учреждений. Например, школа номер 4 обретет новый современный облик. 1 сентября большинство детских садов и школ Ленского района распахнут двери в обновленные здания, полностью готовые к образовательному процессу. Анна Кожевникова, Виталий Андреев, Ленск. Программу по обеспечению жильем педагогов, выезжающих на работу в арктические районы республики, предложил возобновить глава Якутии во время закрытия августовского совещания. Айсан Николаев обозначил направление в сфере образования. Так, акцент, по его мнению, должен быть сделан на развитии общего образования. О неэффективности нынешней системы в этом году говорят результаты ЕГЭ. Выпускники 24 районов провалили экзамен по русскому языку, получив баллы ниже минимального порога. Успеваемость учащихся, по мнению Николаева, напрямую зависит от уровня квалификации учителей, а также от укомплектованности педагогического состава. С призерами международных и всероссийских олимпиад и конкурсов встретился председатель правительства Якутии Владимир Солодов. Он заслушал идеи и предложения школьников. Ребята поинтересовались, возможно ли в Якутии организовать международные экспедиции по археологии и геологии для студентов и школьников. Солодов отметил, что для этого следует рассмотреть систему грантовой поддержки исследовательских экспедиций. Также школьники попросили финансировать их проекты по космической технологии. На что председатель правительства предложил ребятам разработать концепцию развития данной сферы и конкретного проекта, чтобы можно было начать диалог с Роскосмосом. Я планирую дальше продолжать свои исследования. Я получил наномодифицированный бетон, добавив углеродные односемные натрубки и еще также фиброволокна. С данным проектом я уже выступил в Лондоне. Этот проект оценили сами ученые Кембриджского университета. Они сказали, это очень интересно, то, что ты добавляешь углеродные натрубки в бетон, и у тебя уже есть результат. Ежегодный молодежный образовательный форум «Синергия Севера» стартовал в селе Нам Цинамского района. Мероприятие продлится до 25 августа. За это время прогрессивная молодежь со всей Якутии пройдет различные образовательные программы и поборется за гранты правительства республики. Форум работает по 5 направлениям. Второй этап дальневосточного конкурса «Я инженер», «Профлайф» – это площадка, направленная на популяризацию рабочих специальностей, а также уже знакомые всем «Мы доброволец», «Молодежь Арктики» и «Лидеры Якутии». Власти региона и другие организаторы уверены, «Синергия Севера» на сегодняшний день стала одной из главных образовательных площадок. На этом у нас пока вся информация. Спасибо за внимание и до встречи в эфире.